Biz eң чоң улуттук байлыгыбыз Кумтөр кенинин Кыргызстанга толук жана биротоло өтүшүн камсыздай алдык. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Историческая справедливость восстановлена, так бишкекчанка Гуляим Кадырганова эмоционально комментирует переход Кумтора в собственность Кыргызстана, отмечая, что это событие должно было произойти как минимум 20 лет назад. Да, этот вопрос для кыргызстанцев был одним из самых болезненных, и требования народа президенту выполнить удалось. Как я вчера посмотрела телевизор, мне такая радость была. Я к своим родственникам позвонила, они у меня тоже такие радостные, аж прям это тоже говорят, ой, говорит, как хорошо, мы чуть не заплакали, очень-очень хорошо, молодец, Садыр Джапаров, наконец-то мы теперь будем жить достойно. Он это, когда депутатом был, он тогда еще говорил, что это и все, я для народа буду работать, это Кумтор, мы это себя оставим, все вот это вот, как теперь это президентом стал, он все вот это вот свое вот это вот, которое он сказал, наши требования, наше это все он выполнил. Депутаттардын ар бирөөнө ушул материалды берем. 100 листтен турган материал. Мен айтайын дегеним, мурдакы Созовдун депутаттары комиссия болуп текшерген да Кумтөрдү. Бүт фактылардын баарын выявить этип чыккандагы, бирок ачыкка чыгарган эмес анычы. Ачыкка чыгарган эмес. Бул эмне жөнүндө айтып атат? Бул деген сөз өзү ошол убагында анын дагы оозун жаап койгон. К слову об этом, это заседание Джогорку Кенеша в 2005-м, будучи парламентарием уже тогда, Садыр Джапаров, впервые предоставив материалы, поднял вопрос о Кумторе и системной коррупции в этом деле. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына Кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? А в 2012-м депутатская комиссия во главе с Садыром Джапаровым предприняла решительные шаги для защиты интересов страны и улучшения условий соглашения. Однако чиновники из высших эшелонов власти препятствовали этому, а проект постановления парламента при голосовании не пропустили. Biz barыбыз эле, биз ушу тордун артында отургандар үчүн эле керек эмес Кумтөр. Барыбыз үчүн керек. Ошон үчүн тез аранын ичинде маселени чечип, ушул ишти аягына чыгарышыбыз керек. Садыр Джапаров и Камчыбек Ташиев неоднократно этот вопрос поднимали и в последующие годы. Кумтор должен и будет передан Кыргызстану, говорили они, находясь в зале суда. Биздин максатыбыз бийликти тартып алыш, бийликти басып алыш болгон эмес. Биздин негизги максатыбыз Кумтор маселесин мамлекеттик деңгээлге көтөрүү болгон, жана ушул максатка биз жеттик деп ойлойм. Это произошло спустя 9 лет, но прежде в мае 2021-го на Кумторе было введено внешнее управление. Только за первый месяц тогда общая выручка за продажу золота составила чуть более 82 миллионов долларов. С прошлого года Кумтор успешно работал, но уже в интересах Кыргызстана. Только по самым скромным подсчетам экспертов, Кыргызстан в ближайшие 10 лет от разработки месторождения может получить порядка 5 миллиардов долларов. Уникальное месторождение Кумтор сегодня полностью, в полном смысле этого слова, со всеми документациями, с юридическими документами перешло в епархию Кыргызстана, то есть народу Кыргызстана. Я убежден, что Кумтор сыграет свою большую роль в наших экономических делах. Его надо считать почти 800 тонн золота. Поэтому еще же столько, сколько мы добыли, столько можно добыть. Во всем деле есть люди, которые творят историю. В данном случае в истории нашелся, буду так говорить, Садыр Нургоджоевич, который оказался на острие этого вопроса и уверенно, невзирая ни на что, довел вопрос до логического, счастливого конца, будем так говорить. О подписанном мировом соглашении между Кыргызстаном и канадской Центеррой видеообращение еще в апреле объявил президент Садыр Джапаров. Сүйлөшүүлөр абдан оор болду. Ошого карабастан
Биз эң башынан тартып мамлекеттин улуттун кызыкчылыгын коргоо үчүн бекем турдук. Мы объявляем кыргызскому народу и всему мировому сообществу месторождение Кумтор полностью и бесповоротно возвращено нашей родине. Переговоры по условиям соглашения были очень тяжелыми. Несмотря ни на что, мы с самого начала твердо стояли на защите наших государственных интересов, решительно отстаивали свои позиции. Мы все выдержали и выстояли. Самым главным для нас были интересы кыргызского народа, и в конце концов мы добились кардинальных изменений в первоначальных переговорных позициях. К слову, об основных пунктах мирового соглашения достичь их было непросто, и, как отметил глава государства, принятие решений по каждому пункту заняло около года. Кыргызстан и Кыргыз-Алтын возьмут на себя всю ответственность за рудник Кумтор и сохранят доход, полученный от рудника после 15 мая 2021, то есть с момента введения внешнего управления. Центера произведет платеж в размере $50 миллионов с целью сохранения и защиты природных ресурсов Кыргызстана. Также Центера произведет дополнительный денежный платеж в размере $11 миллионов в пользу Кыргыз-Алтына. Еще один важный пункт: Кыргызстану будет возвращен контроль над рекультивационным фондом в размере $53 миллионов. Кыргыз-Алтын и Центера обменяются акциями, при этом Кыргыз-Алтын вернет свои акции в Центере и получит 100% акций Кумтор Голд Компани. И, наконец, это соглашение предусматривает полное и окончательное снятие сторонами взаимных требований, прекращение всех судебных разбирательств с участием сторон во всех юрисдикциях. Условия заключенного соглашения, по мнению специалистов в этой сфере, можно считать наиболее оптимальными для Кыргызстана, то есть интересы государства полностью учтены. Судебный процесс мог на несколько лет затянуться. И то, что Кабинету министров удалось путем переговоров решить эту проблему и с максимально выгодными условиями для Кыргызстана. То есть практически Кыргызстан инвестору никаких существенных сумм не выплачивает. Хотя при переходе объекта из частной собственности в государственную существенные суммы выплачиваются инвестору. Это и упущенная выгода, это затраченные средства и так далее. Если бы была национализация, Кыргызстан выплачивал бы более $2 миллиардов. А в данном случае, наоборот, получается, Центера по многим направлениям, это фонд развития защиты природы, это дивиденды недополученные, это другие моменты, да, существенные средства бюджет Кыргызстана получит. Неоднократно судебные процессы проходили в Нью-Йорке и Онтарио, а в сентябре прошлого года суд Нью-Йорка отказал адвокатам Центеры о наложении санкций на Кыргызстан, что еще раз подтвердило, у Кыргызстана в этом деле изначально была сильная позиция. И это вопреки словам скептиков и тех, кто то и дело препятствовал возвращению Кумтора к Кыргызстану. Доводы, которые приводили противники такого процесса, говорили то, что вы не сможете его задействовать своими силами, вы не сможете вырабатывать золото. Эти все их доводы, они не оправдались. На сегодняшний день Кумтор, как мы все знаем прекрасно, он работает, золото вырабатывается на сегодняшний день, продается в международных биржах и даже внутри Кыргызстана, насколько я лично знаю, стоимость золота она подорожала. Теперь он будет приносить больше пользы, потому что до этого львиная часть доходов, полученных от Кумторов, она оставалась у канадской стороны. На сегодняшний день же вся 100% прибыль будет она поступать в наш бюджет. На протяжении долгих лет Кумтор оставался одним из наиболее болезненных вопросов, и никто из президентов прежде не стремился поставить точку в этом деле, а тем более в пользу Кыргызстана и его народа. Более того, условия соглашения в разные годы переписывали в пользу Центеры, а доля акций Кыргызстана то и дело сокращалась. В результате чего Кыргызстан оказался владельцем всего лишь трети акций, а в 2019-м доля государства вообще сократилась до 26% от всех активов Центеры. Наша работа охватила годы 1992 и 2020. Это в пределах около 28 лет. Было привлечено 3 президента: Акаев, Бакиев, Атамбаев, 8 премьер-министров, десятки министров и представители Кумтора. Соглашение по проекту Кумтор неоднократно менялось и в 2003 и в 2009 годах, причем не в пользу Кыргызстана. Парадокс в том, что делали это высокопоставленные лица страны. Существенной экономической выгоды Кыргызстан тогда не получила, вот канадская сторона, напротив, извлекла огромную прибыль за счет продажи нашего золота. Наши бывшие президенты, все 5,
премьер-министры, соответствующие министры, они брали взятки. Совет директоров во главе Муралиевым и прочим, много, которые составили совет директоров, они все брали взятки и молчали. Наконец-то пришел день, когда кыргызское государство будет иметь все дивиденды и доходы от месторождения Кумтора. Кумтор отныне полностью принадлежит Кыргызстану. Мировое соглашение было подписано еще в апреле, а накануне этот вопрос урегулирован и юридически. То есть фактически это поставило точку в многолетних разбирательствах Кыргызстана с Цинтерой. Элдин мага койгон башкы талаптарынын бири Кумтор элге өтсүн деди. Эл аралык аренада Кыргызстандын аброюн көтөрүп, тең ата сүйлөшүүгө чыксак деди. Biz бұл тапшырманы аткардык. Одно из главных требований – передать Кумтор народу, чтобы Кыргызстан поднял престиж страны на международной арене и ввел переговоры. Мы выполнили эту задачу. В бой вышла команда Ахылбека Усенбековича, Динара Асеиновна Кутманова, Камчебек Кыдыршаевич, Курманкул Токторалиевич, Теңиз Бөлтүрүк. Мы обязательно выполним все пожелания и цели кыргызского народа для Кумтора. Спор урегулирован мирно. Важно, что возвращение Кумтора Кыргызстану произошло юридически чисто. На внеочередном заседании акционеров Цинтеры была завершена процедура оформления перехода Кумтора под полный контроль кыргызской стороны. Прекращает Цинтера и все судебные процессы, инициированные против Кыргызстана в США, Швеции и Канаде. А значит, в ближайшие годы национальное достояние Кумтор окажет колоссальную поддержку бюджету страны. Наконец-то же. Того, что хотели, мы добились. Государство пайда келет, Кыргызстан үшін пайдалы. Желательно, чтобы вот такие ресурсы, как Кумтор, служили народу. Өзүбүзгө иштесе жакшы, бизге иштесе, мамлекетке иштесе, чем за граница чыккандан көрө. Да, для нас хорошо, думаю. Почему? Потому что мы будем получать оттуда там золото, не золото, все руды будут наши. Аяна Дюшикеева и Синтура Быкеев, Алату 24.